14 августа – трагическая дата в истории современного абхазского государства. Дата, навсегда разделившая жизнь нашего народа на «до» и «после». В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Уже с утра люди со всех концов Абхазии едут сюда, к могиле первого президента Владислава Ардзинба, чтобы отдать дань памяти и уважения. В этот день, 14 августа, утром я поехала в город. И в городе никакой паники не было где-то до 10 часов. В 10 часов автобус возвращался обратно в Ишеру. Вот когда я приехала в Ишеру, включили, дети смотрели телевизор. И, мама, что случилось? Война началась. Я говорю, какая война? Ну, в Сухуме уже война идет. Я говорю, слушайте, я только сейчас оттуда возвращаюсь. Никакой там войны не было. Ну, так началась война. Всему моему абхазскому народу, чтобы мы, как раньше были сплоченные, выиграли эту войну, вот так, чтобы сплотились все, жили все на благо Абхазии, потому что немало ребят сложили свои головы, свою молодость отдали. Конечно, на этой войне погибло очень много наших ребят, особенно вот ишерцев. Про ишерцев я хочу сказать, даже без слез невозможно это говорить. Мои все братья почти погибли, осталось двое в нашей фамилии. Да, это Тимур Бигвава, это Тариел Бигвава, это Рауль Бигвава. Говорить очень тяжело. Вечная память всем им. Затем памятные мероприятия продолжились в Сухуме. Сотни жителей и гостей столицы спешат в Парк Славы, где захоронены останки солдат-защитников Родины, которые сражались за свободу Абхазии, не жалея сил и жизни. Ветераны войны и матери погибших с волнением идут сегодня сюда и возлагают цветы к подножию мемориала. Президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчи, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, депутаты, военнослужащие, общественность. В этот день вся страна склоняет голову перед подвигом солдат-защитников, перед героизмом и самоотверженностью абхазского народа. 27 лет назад, 14 августа 1992 года, в самый разгар курортного сезона, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вероломно вторглись на территорию Абхазии. Так началась Отечественная война народа Абхазии. О том, что началась война, командир роты Сухумского батальона, кавалер ордена Леона Юрий Хватладзе узнал из новостей. И уже к вечеру 14 августа был на Красном мосту в Сухуме, где и принял свой первый бой. Когда подошел, племянник мой, он погиб в марте, на пулемете наверху вот на танке сидел, был Одиссеят либо такой. Я говорю, Одиссей, ты что там делаешь? Я говорю, уже тоже здесь так было. Потом он погиб в марте, бедный, он здесь похоронен тоже. Момент, конечно, был очень тяжелый, но явно видно было, что все-таки у них страх большой был, чтобы идти прямо, да, идти прямо. Они как-то сдалека обстреливали, все и так далее. Но мы до 15 где-то часов до 5 до 6 были на Красном мосту. Потом они начали обходить нас оттуда с улицы Чанба, сверху. Там уже наверху ребята погибли, которые поднялись на лазы. Нас вывели оттуда и в полк повезли. Мы там 15 ночи пробыли, 16 утра. Нас человек 25-30, наверное, взяли. На новом районе была Пацха Гума. Там поставили, там шлагбаум. Вот 18 мы отошли, да вот они сразу вошли в город. Ветеран войны Валерий Квиквискири убежден, что тогда, в страшное для страны время, именно единство, боевой дух и мысли о победе привели к заветной мечте. Это видно было, что война начнется, видно было, что когда грузинская армия, абхазская армия, еще русская армия, здесь война началась, уже это ясно было. Я этого чувствовал, я это видел. Ну, что мы проиграем, у меня в одну минуту я никогда не думал, что мы проиграем. Мы делали все, что могли. Хоть без оружия были, с палками, все равно шли вперед, защищали свой род. Не чувствовал никогда страха, вот, что убьют такого. Даже когда меня ранили, уносили, говорили, умер. Я говорю, я не собираюсь умирать, я говорю, не говорите, я говорю. Я не умру, я говорил. Так и не умер, в общем-то.
Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, кого бы не коснулась война. Наряду с мужчинами на фронт шли и молодые женщины. Благодаря их мужеству и непоколебимой стойкости были спасены сотни жизней. Однако вспоминать этот день тяжелее всего матерям погибших, чьи сыновья и дочери так и не вернулись с поля боя. 16 числа у меня сын погиб при защите телевышки. Тимур Хонелия. Когда я услышала о том, что он погиб, я приехала в Сухум, я должна была его найти. Но Сухум был оккупирован, везде грузины были, но я поклялась, что я даже в штабе их не пойду везде, но чтобы разыскать своего сына. Я все больницы обошла, нигде не нашла. И я поднялась в морг, я своего сына сразу увидела. Я в батальоне Шаратын сразу пошла вместе с мужем, и оружие, все имела, и медицинские препараты, все, что у меня было вместе со мной. Я прошла вплоть до Ингура. Война с грузинскими оккупантами продолжалась 13,5 месяцев, 413 страшных дней. Но эта война имела для Абхазии судьбоносное значение, так как в итоге была завоевана победа и приобретена долгожданная независимость. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.